сакральном деле о погребении грядут громкие перемены. Среди депутатов и общественности обсуждается нововведение в действующее законодательство. И главное из них – новый налог, чтобы человек заранее побеспокоился об антураже своих похорон. Необходимость реформирования отрасли назрела, регулируемость требуется сегодня, потому что слишком много серых криминальных денег в этой сфере крутится, много вопросов не регулированы, решается неофициально, нелегально, и государство от этого теряет. Человек всю жизнь работал, всю свою жизнь здоровье отдал, да, ему платят пенсию. Ну и как-то, мне кажется, государство все равно должно позаботиться об этом, чтобы человек не умирал просто на асфальте. И такая забота об умерших продиктована действующим федеральным законом о погребении. В Татарстане за счет государства могут проводить в последний путь за 5277 рублей. Скромно, но с гарантией. Это услуга по погребению, перевозка тела умершего, предоставление гроба, мусульманских принадлежностей. Но рынок ритуальных услуг куда богаче. Одни гробы могут стоить под 100 тысяч рублей. Общественники не исключают, в нововведениях могут быть заинтересованы ритуальные компании. Возможно, создают для себя рынок на будущее, то есть гарантированная прибыль, которая останется у них. И это меня настораживает, потому что все-таки в этом деле основное не прибыль. Основное – это качество и уважение к человеку. Помимо похоронного налога обсуждается и обязательное страхование смерти. К этой части у экспертов еще больше вопросов, ведь не исключено, что таким образом могил станет гораздо больше. У тебя есть, чай, много умерших крестьян, которые еще не вычеркнуты из ревизии, числятся живыми? Ну, есть. А что? Переведи их на меня. Если страхование смерти одобрят, то снова могут возродиться Чичиковы. Желающих заработать на страховых выплатах найдется не один десяток. И, по мнению общественников, в первую очередь в опасности пожилые в домах престарелых. Не дадим ли мы, опять-таки, вот как страховые мошенники по автомобилям, по этим вот домам, поджогам, не дадим ли мы вот этих вот стариков быстрее там, процесс погребения, не ускорим ли мы им? У страховых компаний услуга уже продается, и такой завещательный пакет популярен у людей старше 40 лет. Сейчас о своем красивом погребении можно позаботиться в добровольном порядке, а к обязательному придется привыкнуть. Это как пенсия, да, то есть у людей там будет гарантия того, что их захоронят. Вот. Минусы, опять-таки, ограничения свободы выбора. То же самое, что с пенсией, опять-таки. Куда-нибудь что-нибудь обязательно перевернут, пока ты соберешься помирать. В общем, нет уж. Все нововведения должна оформить до 1 декабря. Доживет ли до этого идея страхования смерти и введения налога на погребение? Покажут первые парламентские обсуждения. Альбина Минибаева, Андерс Энтальцев, Ринат Сафин, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань.